недавно я поступила на первый курс своего университета, и только там начала полностью отдаваться глине. Я выбрала глину, потому что материал, он максимально природный, и им очень удобно работать. Руки чувствуют материал, очень интересно, при том, что изобразительное искусство, как живопись и графика, тоже очень интересные, но глина, она более, передает эмоции. Сейчас я делаю работу, которую я назову «Россия – мать», возможно, «Матерь Родина». Она будет означать гостеприимство, потому что у нас в Краснодарском крае традиция встречать с хлебом и с солью. Работа выполнена из глины. Планируется обжиг. Хотелось бы, если работа все-таки полностью уцелеет, в чем я более чем уверена, хотелось бы выполнить это в цветной глазури, покрыть, чтобы она выглядела намного красочнее и интереснее. Я решила участвовать в конкурсе, во-первых, для того, чтобы повстречаться с другими мастерами, потому что я считаю, что это очень интересный опыт для меня лично, а также проявить себя, проверить свои возможности и просто насладиться атмосферой. Я оцениваю своих участников, что они очень сильные на самом деле. Себя я ставлю ближе к середине, но при этом я считаю, что я не хочу победы, я хочу участия и развития, роста, который я получу за счет этого фестиваля-конкурса. На самом деле мне очень нравится лепка, и, в принципе, занятие это полезно для моей педагогической деятельности, потому что я работаю с детьми, и мы начали затрагивать как раз пластичные материалы, пластилин, глину, и я сама начала в свободное время очень много времени посвящать этому. Я представляю, это шахматный набор, основанный как раз фигурки, представляют разные сказки. Ладья у нас это башня из сказки о мертвой царевне, конь, конек, горбунок, тут у нас барышня с яблочком на блюдечке волшебном, Змей Горыныч в процессе. И там пешечки у нас лесовичок, домовенок. Шахматы — это, во-первых, игра, которая распространена не то что по всей России, но и по всему миру. И в России, в принципе, очень сильные шахматисты, Россия этим славится. И, например, сейчас турнир претендентов выиграл Ян Непомнящий. Поэтому как-то вдохновилась. А сказки объединяют всех. Я уже второй год участвую в очном туре, и мне, в принципе, безумно нравится атмосфера, мне нравится путешествовать. И я когда увидела, что принимаются заявки снова, потому что в прошлом году посещали Дербент, я просто побежала сразу участвовать, звонить своему научному руководителю, что надо, потому что действительно, впечатление незабываемое от прошлого года, и сейчас ни разу не пожалела. Интересно и поделиться опытом, услышать о культуре других регионов, потому что и посмотреть, кстати, по другим номинациям, походить, что кто чем занимается. В номинации «Художественная керамика» лауреатами становятся: лауреатом второй степени Черниченко Ксения Евгеньевна, Липецкий государственный педагогический университет имени Семенова-Тельшанского. Также лауреатом второй степени в номинации «Художественная керамика» становится Куванова Наталья Сергеевна, Нижегородский государственный педагогический университет имени Казимирина. И дипломом лауреата первой степени награждается Стромоногова Анастасия Владимировна, Абрамцевский художественно-промышленный колледж имени Воснецова, филиал Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строгова.